По всей стране в эти дни проводы зимы, и традиционную Масленицу отмечают не только православные. С границы Самарской области и Татарии. Наш собственный корреспондент Андрей Волков. Самая дальняя деревня области Афонькино на один день стала райцентром. Районный праздник Масленицы здесь провели потому, что ровно месяц назад в маленькой деревне открылась большая школа. Школьная площадь оказалась идеальной эстрадой. Кабинеты превратились в грим-уборные для районных самодеятельных артистов, а спортзал – в репетиционный класс. Светское название праздника «Проводы русской зимы» здесь звучит неточно. В Шанталинском районе русских, мордовских и чувашских деревень примерно поровну. И Масленицу отмечают везде. Так масленичная песня звучит по-чувашски. Содержание вполне соответствует празднику. А давай на улицу погуляем и виноград в саду цветет. Набор игр – это масленичный стандарт с небольшой поправкой на местные условия. Живого петуха афонькинцам было жаль подвешивать в корзине на стол, и потому роль петуха-приза исполняют пустые бутылки. Бои мешками, разбивание кувшина с завязанными глазами и перетягивание каната – все традиционное. Афонькино деревня уникальная. Здесь живут только чуваши, и все-таки деревня делится на две равные половины. Чуваши, крещенных православным обрядом, и чуваши язычников. У них разные календари и разные праздники. Общий только один – праздник весны или Масленица. Обязательное блюдо – блины – готовят во всех домах. И все-таки чувашский праздничный стол отличается от русского. Обязательно на Масленице ели мы свиную головку. Если свиная голова не бывает на столе, это уже не Масленица. Женский головной убор кушку у чувашей передается по наследству. От бабушек к внучкам. Настоящая нумизматическая коллекция. Под занавес праздника по традиции сожгли чучело зимы и проводили Масленицу на тройке из деревни. И впервые на памяти старожилов Масленица покидала село по лужам. Весь снег растаял в ночь накануне праздника. Тяжелее всего пришлось лошадям. Все-таки тащить сани по снегу было бы и привычнее, и легче. Зима в этом году обманула всех. Не дожидаясь официальных проводов, она ушла по-английски, не прощаясь. Однако это обстоятельство все равно не отменило ни Масленицы, ни проводов русской зимы. Андрей Волков, Павел Ясько и Валерий Анисимов. Вести. Село Афонькино, Самарская область.